я запрошую на сцену старшиню Белорусского народного фронта «Адраджэння», Верховного Совета 12-го скликання Зенона Пасняка. Добрый день, поважанные сябры, поважанные белорусы. Вітаю вас у этот знакомитый день. И одразу хочу звернуть вашу увагу на становище, у яким мы знаходимся, и в яким мы знаходимся уже не 4 годы, а 200 годов. Ось зауважте, чому так атрымліваецца, што стагоддзямі мы змагаемся за нашу свободу и незалежнасць. Двойчы мы здабылі гэтую свободу и незалежнасць у 18-м годзе и 91-м годзе. Пасля 18-го года 73 гады под советской коммунистичной оккупацией мы вымушены были марить, змагаться любыми способами за свою волю и свободу. У 91-м годзе здабылі яе. И теперь зноў змагаемся. Задумаемся над гэтым. Ці ёсць яшчэ адзін такі народ, які сотні гадоў змагаўся і змагаўся і змагаўся. І я гэта не выпадкова нагадаў, таму што ёсць адна прычына гэтага ўсяго. І пра гэтую прычыну я скажу. У канцы 18-го стагоддзя найвялікшая, наймацнейшая краіна ўсходняй Еўропы, Вялікае княства Літоўская Рэч Паспалітая, была разорвана паміж Расійскай імперіяй і двума нямецкімі імперіямі. І Еўропа, і руская расійская імперія не былі зацікаўлены ў існаванні магутнага Вялікага княства Літоўскага Рэчы Паспалітай. І вынік гэтай палітыкі мы страцілі незалежнасць, нас разорвали на часткі. І Польшча, і Украіна, і Беларусь, Літва апынуліся пад расійскім заборам. Польшча яшчэ нямецкі. І вось на працягу ўсяго 19-го стагоддзя ішла барацьба за свабоду. Было 5 паўстанняў, і кожнае паўстанне, якое заканчвалася паражэннем таму, што яго не падтрымлівала Заходняя Еўропа. Ні адно паўстанне не было падтрымлена ў Заходняй Еўропе. Ні адно. Мы былі сам на сам з Ардой. І пасля кожного паўстання сотні тысяч нашай шляхты, нашых інсургентаў выселялі ў Сібір, адбіралі маёмасць і гэтак далей. Знішчалі эліту нацыі. І вось 20-е стагоддзе. Тое самае. У 18-м годзе беларусы, беларускі народ, інтэлігенцыя незвычайнымі высілкамі стварылі незалежную дзяржаву і аб'явілі яе незалежнасць. Незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У якіх умовах? У умовах нямецкай акупацыі. Немцы былі супраць, бальшавікі былі супраць, на берасцейскім міры ўсё гэта было прыпечатана, Антанта была супраць. І ў выніку мы аб'явілі незалежнасць. Мы стварылі дзяржаву. Яна праіснавала 9 месяцаў, не ведаю, не памятаю колькі, украінская праіснавала, відаць, не больш. І потым акупацыя. І вось мы перажываем цяпер той момент, калі нам у 91-м годзе незвычайнымі высілкамі удалося дасягнуць незалежнасці. Прывяду прыклады. Ні одна європейська країна, ну акрамя Польщі, ніхто з Заходньої Європи не підтримував білоруську і українську незалежність. Ніхто.
Выказаліся ўсе. Супраць незалежнасці. Это зафіксавана. Это зафіксавана ў гісторыі, зафіксавана ў кнігах Сергея Лавовчыка, зафіксавана. Все выказываліся супраць, тому что все были за Горбачова и думали, что будет демократичная Россия. У них такие инфантильные мозги. Они думали, что Орда может стать демократичной. И все были супраць. И что отбылось? И мы объявили незалежность. И Беларусь, и Украина, и все, как кажуть, оккупованные республики. Никто не слухал. Не слухал Буша старейший, он приехал в Киев и выступал там и сказал, что треба подтримливать Горбачова и дал зрозуміти українцям, що він супроть української незалежності. Ми то добре пам'ятаємо, як це було. І тим не менш, незалежність була досягнута, створена. Що відбувається тепер? Україна у крові, Україна воює. З цією Ордою Білорусь окупована, сотні тисяч білорусів, от ми тут з вами сидимо, і маримо про нашу незалежність змагання. І хто нас підтримує? Європа? Європа підтримує нас, білорусів. Ми дискриміновані во всій Європі. Навіть секонд-хенд одіння, підтримане з плеча європейця, заборонено продавати білорусам. Навіть туалетну паперу, поглядите, 7-й пакет санкций. Народ виноватый у гэтым. Санкции. Санкции привели до того, до чего повинны были привести. Отбылося переразмеркование маёмости, переразмеркование рынков, и вся белорусская промысловость, гандаль пошел в Россию. Вот что отбылося. Народу стало горше, а диктаторський режим, як був, так і існував, тільки пішов повністю під Російську імперію. І що ви поставили на колени Лукашенку? Реальность такая. 5% повышения ВУП за 24 год. Экономика процветает. Повышение зарплаты на 20%. Для чего ваши санкции? Только для своей политики. Своя політика, яка глядить так, що і знову вернеться, як було, буде русський газ, русська нафта, русська демократія, які не думають, переходний мосток в Білорусь, і вони будуть разом жити у комфорті, і так, як жили раніше. Я про гэта говорю, тому що ми повинні абсолютно твердо на гэта глядіти. За всю історію ніколи Західна Європа нас не підтримувала нашу незалежність. І тепер не випадково впершню Рада БНР про це сказала. Впершню. Так от, коли ми хочемо свободи, глядимо на українців, сподіваються тільки на себе. Воюють на смерть. Мы можем отстоять нашу незалежность и иметь, вернуть, только когда мы будем сподіватися на себе, когда мы будем солидарные, дружные, будем разуметь головные наши приоритеты. Свобода и незалежность. И заховать державу. Мы повинны заховать державу. Бо яна под оккупацией и под небезпекой. Это вступ. И поглядите, что отбывается зараз. Я отсочиваю всех этих троллей, отсочиваю агентуру, что в интернете, все, потому что 30 годов они працюють супротивно. Я вельми добре ведаю і особисто некоторых, и ведаю систему, як вони працюють. Так вот, теперь система пошла такая, что, обговорюясь разными словами, Раду БНР, початок нашей незалежности и 25 жнивень 91 года. Як быццам бы не існує нашої свободи, як быццам бы не було Народного фронту, як быццам бы не було гэтай могутнай барацьбы. И это не просто замолчивание, а отповедные люди постоянно выходят, что называется, в эфир. Иде отповедная опрацовка. На Івонку Сур'єву, на Василя Быкова. Бо при Советах тільки був такий
Забыл его прозвище в Москве, сидел, он написал, что Быков литературный полицай. Так вот теперь появились и такие самые, я уже не говорю про свою физиономию. И где агитация, где пропаганда ступорить основу нашей незалежности, основу нашего державного існування. А гэта Белорусская Народная Республика, и гэта Республика Беларусь 91 год, незалежно завоеванный Народным фронтом. Вот гэта выбивается. И тому, то, что тут сказала спадарня Катерина, наивеликший день были два великие дни в истории 20-го столетия. Это 18 год, 25 соковик, и 91 год, это 25 жнивель. Это наши великие национальные святы. Эта память повинна жить у наших сердцах увесь час, потому что, когда есть память, она дает шлях. Когда мы это памятаем, мы бачим будущее. И тому вельми важно про это ведать, обмениваться думками, знать и помогать самим себе. И вот, як это все было. Я постараюсь оперативно. 91 год. Почався путч у Москве. Рыхтовали новый союзный договор. Это была страшная такая ситуация, бо коли б этот договор заключили, то фактично мы опинулись по мешку новым советским. Але это было б только де-факто. Як реально розвивалися події, думаю, нічого за це не трималося б. Але реакційні комуністи вельми наполохалися і створили ось цей путч 91-го року ГКЧП. ГКЧП провалилося, і основна наша задача була використати цей путч, слабину комуністів, заборонити комуністичну партію і створити незалежну Білорусь. Нас було у парламенті 8%, 27 депутатів Народного фронту. Увесь парламент 345 особ, 90% комуністи. Комуністи підтримали ГКЧП. Особисто перший секретар ЦК був таким Малафеєв. Комуністи нас у дні, коли спотикали у коридорах Верховного Совета и сказали, ну что, ребята, скоро мы вас пух-пух. Конкретно, это говорил такой Николай Жебрак, это первый секретарь Волковыского райкома партии. Историчная фигура, депутат. И вот в этой ситуации, когда путч начал валиться, нас 27 человек, все коммунисты, існує комуністична партія, їхня влада. І ми повинні що зробити? Задачу ми ставили заборонити КПСС, а вони ж впроваджують. Це досягнути незалежності. Це реч, якби, ну, коли логічно почати думати, вона не натуральна. Ну, немагчыма гэта зрабіць. А ми зробили. І ось чому я трошки опишу, як це все було, але я лічу, що відбувся суд Божий, так як був суд над Віслою, коли було, ну, страшна якась ситуація, йшла до Орда, Тухачевського, тут був повний, кажуть, не ведали, що робити, і тим не менш погнали москалів. І тепер, про це вже, от недавно було це свято, так от нечто подобне відбулося у нас. Одразу, коли путч почався, ми одразу рихтувалися, що він буде знищений, буде пораження, і рихтували законодавство. Ни день, ни ночь сидели в Верховном Совете, выходили из Верховного Совета, робили митинги, выступали на митингах, рихтовали законодавство. И когда путч провалился, мы вошли в Верховный Совет с червоно-белым стягом. Що ми повинні були робити в цій ситуації, коли їх більшіня, їхня влада, вони голосують, що ми повинні робити? Ми домовилися так, що використати момент, поки вони наполохані. Страх, у них був страшний страх, бо вони многі улізли у ВКЧП.
Страх долго не будет, некак идет. Вот он пройдет. Это один из таких моментов. Другий момент – опора на народ. Было сказано, как все, кто были там отпочинку, как приезжали в Минск. Народ помог. Были на площади. І ось гэтая вот борьба, эта тактика дала вынік. Одразу, як ми увійшли в Верховний Совет, одразу сходу почався наступ. Треба було моцні виступи, погрози, тільки не фізичні, щоб їх привозити, щоб вони від страху не знали, куди діться. Це була продумана тактика. І вони собрали, сиділи, опустивши голови, колотилися від страху. Выносим стяг на сцену. Голосування. Старшина Верховного Совета починає голосування. Починають голосувати. Стяг не проходить. Починають виступати. Я тут же даю загад. Прибрати стяг, поставити. Ми відчували, що вони будуть робити так, як потягнути у апендикс. Як нечто заболтати. Не треба, у нас головна задача. Знищити вас і незалежність. Все. Тому добре, про стяг не говоримо. Забираємо стяг, становимо. Йдемо далі. Перше питання. Знять Дементєя. Дементєй – це старшина Верховного Совета. Він удільничав ГКЧП. Потримав. Він не повинен. Коли ми його не здимемо, значить нічого не буде. Бо це задача номер один. Він улег у ГКЧП. Він дозволяє Верховний Совет. І ми свою силу можемо показати тоді, коли ми його здимемо. Це треба було зробити обов'язково. Це довжилося півдня. І у кінці кінців поступово ми почали їх додушувати. Виступає генерал-космонавт Коваленок і об'являє: Владимир Коваленок, депутат Владимир Коваленок, опозиція! А він був комуністом, він був там. Тобто він перебіг на наш бок. Комуністи це бачать. І другий був перший секретар Аршанського горкома КПСС, КПВ, Євген Грушкевич. Так само переходить на наш бок. Комуністи почали дрижати. І на площі почали організовувати Національну гвардію. І коли вже вони стояли рогом, що за Дементєя, тоді почали виступати, і тільки той Глушкевич, який був комуністом, сказав: слухайте, 2 години, коли до 2 годин ви не зробите те, що ми вам кажемо, ми покличемо народ, створимо Національну гвардію і будуть прийняти міри. І вони задрижали. Вот тільки так було, от використати страх, тому що їх більше немає. Ніяких перемов, ніяких там обмірковань, нічого. І вони пробували так і так, і так. З проблемами допомагав Шушкевич. Бо перший, хто стояв супротив незалежності, це був Станіслав Шушкевич. Це була велика проблема на этой сессии. И вот додушили Дементєя таким чином, що він уже не знає, що робити. І тоді на сцену посунувся Малафеєв, старшиня ЦК КПВ, от той, який підтримав ВКЧП. Він був депутат Верховного Совета СССР і мав право присутничати у нас. І це був переломний момент, тому що тут людей, видать, немає, які жили при Советах, не ведают, что такое Советский Союз, и первый секретарь ЦК. Это нечто после Бога, першее. Это вообще дрожали перед ним. Это абсолютная влада. И он себя отшивал, как бонза, это шоу. И вот он неделю, все коммунисты сидят, вот идет их лидер. Все депутаты, фронтовцы и демократичный клуб кинулись и вон. Ты забойца, ты здрадник, вон отсюда, не маешь права. И не дали ему выступить. Прогнали с трибуны. Никто не дотронулся. Это было особливо. Не можно дотронуться. Як только дотронулся, ага, разумеется, что может быть. Никто не дотронулся, а его прогнали. И когда прогнали, коммунисты дрогнули. И они убачили, что все, ихнего лидера, что робить. И тогда, после того, как его прогнали, потребуємо перепинок. Перепинок. І на перепинку ми підходимо, там, з президіумом говорили, що решите питання з Дементєєм. От перепинок, решите. І вони решили.
у час перапынка сабраўся прэзідыум, а без рашэння ЦК, без рашэння таго ж Малафеева, Дземінцей сам не можа пайсці ў адстаўку. Такая была сістэма ўлады, што яны яго паставілі, яны павінны прыняць рашэнне, ну што ж, надо вот. І от пасля гэтай нарады подбегая до меня такой депутат, рацийный был горком, и кажет: ну, Станиславович, не надо, не выступайте, дайте ему шанс выступить, все, мы все решили, все, идет, все. И я кажу: добре, коли ви решили, але ми зробимо певний ход так само. Ну и погодились, что Малафеев пойдет на трибуну. Объявляют Малафеева, а мы выходим в зале. Мы выходим в зале. Это как показать, что мы с вами не домовлялись. Мы выходим в зале. И Малафеев дает задний ход. Вот. Начинаю говорить, что Компартия Беларуси выходит с КПСС. Должны собрать новый съезд, создать новую партию, мы поддерживаем независимость. И все. И он просто был раздушен. Пасля гэтага Дземінцей гаворыць о тым, што яны дзелаць стаўку. Дземінцея выгналі, Малафея ўжо нішто, знішчаны. І тады мы іх пачыналі ўжо дабіваць. Падыходзіць Домінікевич, это старшина Совета Министров, показывает документ. Мы вот подготовили документ, посмотрите. А это документ об незалежности, політично-економічної незалежності БССР. Об майомості, об усім. Хороший документ, я кажу: окей, приймайте, ми його підтримали. І от на другий день, фактично то в перший день, відбувся такий перелом. Вельми тяжко було підійти до питання об знищенні заборони КПСС. Але коли Малафеєв уже здався позорним чином, притым його там ще виступи були такі, що приплескали. Выступила Синдзянова, каже: я вы вышли на трибуну, извините, что я вам там не дал возможность выступить. Я думал, что вы хотите окончить жизнь самоубийством, как этот самый человек, который, так сказать, предал партию. Оказывается, вы только хотели сказать. Ну, такие вот были речи. Его пригвоздили Кинчаткова. І тоді повстало питання, тоді ми ставили рубом, об забороні КПСС, Компартии Беларуси. Самая реакционная была группа у Верховном Совете, это так званые ветераны НКВД там, и так далее. При Горбачеве был такой закон, что инвалиды, там, по зроку, там, слепые, глухие, и они имели свои квоты в парламенте, их никто не выбирал. И они просто давали эти квоты. Так и вот эти ветераны НКВД, и они там поміж собой пораились и дали квоту 30 особ. Вот. Это были вельми реакційные 30 голосов, больше, чем наша позиция. И вот когда начали разбираться, як заборонить КПСС, высветлилось, что эта организация ветеранов незаконная, и она не зарегистрованная. Докладнее, она была зарегистрованная, а они не перерегистрировались в Минюсте. И их нема. Вы не депутаты по закону. У них, это теперь модное слово, был шок. Вот. Ну, выкрикали, был такой министр юстиции Дашук, он почал их там, значит, что ну, вот мы таки зарегистрировали, просто не дали информацию, там то. Можно было вступить в эту дискуссию. И несколько годин, так сказать, громить этих самых мы не стали дискутировать. Потому что это отход у бок. Это вот тая вот ситуация, когда можно отвести у бок, час гуляется и, кажуть, по сутности не говорить. Окей, пошли далее. Что высветляется далее? И далее высветляется, подняли документы КПСС и КПБ. И оказывается, что коммунистическая партия БССР, не мая своего статута и не зарегистрированная в Минюсте. Вы разумеете, что это такое? Это вы все друзья,
которые вы здесь сидите, 345 человек, вы никто, вы не депутаты. І гэта, супраць гэтага нічога нельга было парадзіць. Чаму так было? Потому что реальной уладой в Советском Союзе была КПСС. Это вот там всякие там советы, там горсоветы, это все так, для визиру. И там же были коммунисты. Все пировало КПСС. Поскольку законов им не треба было, они все пировали, то ну, какая там разница? Никто не звертав увагу там, на статут, там, на який сенс. А тут сенс потребився. І от гэта їх так само добило канчаткова. Ну і що? Ставим питання на голосування об забороні КПСС. Малафей вже відмовився, що все. Найбільше обороняв я супроть незалежності, обороняв Шушкевич. Ну, давайте, знаете что, давайте не, значит, вчасово, давайте не спинить діяльність КПСС, ми правильно спинить, а припинить. Мы не спорим, окей. Потому что ну, не забалтывайте, мы знаем, что мы робим. Вот. Наступное, давайте вот часовое. Окей, давайте не будем спорить. Ничего нема больше постоянного, чем часовое. Вот такой ситуации. И таким чином заодно заборонили КПСС и заборонили комсомол. Кто голосовал? Коммунисты. Коммунистичная партия. Подняли ручки. Вот так мы их загнали в мешок. Им не было куда деваться. А на улице шуметь, греметь народ. И мы попросили, как то, что отбывается на сессии, на улице чули. Динамики были на улице, люди чули, что отбывается в Верховном Совете. Попросили, как с улицы, дали слово человеку, який там керовал профсоюзами. Дали трибуну, с улицы пришел человек и выступил, добро выступил. Кому в улице, и она была у них, кажется, за спиной. И вот тут такий момент. Ми цудовно розуміли, що вони вельми наполохані, а вони повинні проголосувати. Коли ми перетиснем, вони розбегуться. Коли почалася бойка яка-нибудь, там мы ударили Малафеева, и почалось, все, они разбеглись, и никакой незалежности не имели. Была война. Разумеете? Тому это вельми важно было, я кажу, пройти по этой острии. Далее, мы створили керівництво маси, яка там стояла. Потім створили дружину, яка стояла кругом Дома Урада. И задача была такая, не допустить дальнейших варварских методов, как не били в окна. До меня подходит один с керівництва фронта, не буду казать, бо свою агентуру мы ведали, я не знаю кто, вот, и кажет, что ну, вот тут есть уже что добиться, тут машину надо, вот ребята с МАЗа, Ленина створили. Вы знаете, где сессия незалежности, мы повинны, а они тут будут Ленина стягивать. А уявляете, что такое? Вот почали громить Ленина, выскочили по этой и они разбились в страну. И все, нема кому голосовать. Агентура тонко працювала на дураков, но это не пришло. Вот. Так вот, задача была таким чином, как заховать их на страші так, как они думать не могли, але как до их не докрадутся, как они проголосовали. И вы на кадрах, когда тут будут, не ведаю, когда будут тут кадры, вы бачите, как наша дружина, и они идут там на век, у ланцюгом ставши, не дают можливості, как люди их подрабали там. Не давали можливості, потому что это могло привести до того, что они разбеглись. Выходит один генерал и говорит, товарищи, вот сообщение только что на фронте, на площади фронт избил депутата Тихиню. Шок. Слушайте, это провокация. Выступая Сергей Нагучик, каже, неправда, я вам скажу, что я это все бачив, никто никого не збив, товарища Тихиню просто обплевали. Ну, такий гумор. Это так и было. Вот. Але він був у колі наших дружинників, не давали йому, як його збили. Вот усё гэта было нами вельми добре продумано. Уся яка йшла сесія,
калі былі нейкія пытанні, я просто здзіўляўся. Разумееце, ну вот некае пытанне трэба тут же вырашыць. Падходзяць да мяне, адзін падходзіць, я кажу, так і так, дамовіліся, не могуць кожны даваць сваю прапанову. Калі мы прыходзім, ёсць старшыня апазіцыі, ён вырашае. Рабіць так, рабіць так, рабіць так, рабіць гэтак. І ўсё ішло як па маслу. Ну і нарэшце падходзім да канца. На самый конец Шушкевич был категорично супраць незалежности. Вот эта книжка «Сессия незалежности». Это надрукована сессия, стенограммы. Она тут продается, коли кто понимает. Вот там все убачите. Там все написано. И як кто себе поводил, что говорит. Так вот, незалежности никакой не будет. Это жарт, это глупство. Вот тут. Тут он говорил это все. И все это на самый опошний час было, и вот он там выступает. Ну, тут все, будем заканчивать сессию. Ну, короче, как заканчивать? А головное питание про незалежность. Ну тут есть вот, вы настаиваете на своим питании. Знаете, я тебе помочь. У меня было такое вражение, что он просто не разумел, что отбывается. Ну, а это не так. Вот. И нарешті, все ж таки примусили, тому що комуністи вже здалися, примусили їх розбирати це основне питання. Кебіч сказав, що підрихтував цю свою постанову. Кебіч найбільш таки раціонально думаючий з їх усіх чоловік, він бачив, до чого йде, він вже підрихтувався і нас підтримав. І він виступив з підтримкою незалежності. Це дуже важливо, коли прем'єр-міністр вже пішов на наш бок. Вот. Тому питання такое йшло. Різні були виступи. Вельми сопротивлялися, конечно. Но нарешті підійшли до голосування. Підійшли до голосування у винику дискусії. Многі люди там не згажалися, там комуністи. Словом, я відчув духом, що може проголосують за, але будеш мати супроть. А так не можна, нам треба було одноголосно. І от була певна непевність. Шушкевич каже, ставимо на голосування. І в опошню секунду я попросив слова, тут є мій виступ, і просто, як кажуть, ударив по этой российской демократии. Что по Ельцину, что вы не думаете, что в России будет демократичная краина. Это имперская краина, она будет проводить имперскую политику. И вы будете там, и там, и там, мы повинны так. И я выклал всю эту концепцию, про что мы теперь говорим. А они, коммунисты, боялись, потому что Ельцин уже выдал за заборону компартии, так само. І вони боялися Єльцина, бо рила було у пуху, як кажуть. Там уже арештували ГКЧПистів, могли б добратися до їх. І тому для Єльцина для був саме страшний. А вони бачили, що Народний фронт контактує з Єльциним і підтримують Єльцина. І тут виступає старшина Народного фронту і каже, що Єльцин такий самий імперіаліст, як усі. Ви не маєте сподівання в Росію, ми повинні мати незалежність, свою економіку, тоді ми тільки застанемося, іначе нам нічого не буде. И это зворот до коммунистов, до всех. Вы разумеете? Мертвая тишина коммунистов. И тут выскакивает один из их лидеров, таким очевидно был, по-моему, другие секретарь Вагоновского обкама. Знаете, КПСС, знаете? Я уже, может, забылся. И выступая с подтримкой, что треба поддержать Семена Станиславовича, действительно, если мы это не сделаем, то будет так и так, и так. И у их иных голов уже смешалось все. Все, у них просто отклеилось. Вот их неформальный лидер, вот этой страны. И тут выскакивает товарищ Жебрак, той, який сказал, что, ребята, мы вас будем пух-пух расстреливать. Товарищи, по-белоруску каже, що треба підтримати Зіновія Станиславовича, коли ми не будемо незалежними, то ми будемо северо-западним краєм, Росія там така. На протягу пару суток змінив своє міркання і виступив ентузіазмом незалежності. Той, який хотів нас розстрілювати. Це от, тут усе є. Вот. І як ішла ця
боротьба. Ну і я розказую шмат нюансів, коли там нас ні разу, хоча це було десятки разів, нас хотіли тягнути у апендикс. Ну, допустим, так сказати, принять декларацию, конституционный закон о признании декларации конституционным законом. Это ее незалежность. О, Шушкевич там, ну, это жарт, это так не может быть, это не то, это, ну, его уже коммунисты не слухают. И тогда им пропоную, товарищи, знаете что, давайте мы примем формулировку такую. Верховный Совет ставить задачу о поскорении декларации о суверенитете. Получилось? Ему кажется, как это можно поскораться, надо учитать. Вот. Но, коли, скажем, мы были люди наивные, такие, как яны, так почали спрачаться, там, уже час дожить, а мы идем в аппендикс. Вот. Так вот, во всех этих волчьих ямах мы нигде не сподвигнулись. Мы были вельми одиные и старались, так сказать, використати этот момент. И вот удалось. Руками коммунистов заборонили коммунистическую партию, заборонили комсомол, приняли постанову, маемость компартии переходит у народное користання. Вот, будинки компартії, все, переходять у народне користання, а горсовет слухає, а в горсовете наші фронтовці так само приймають рішення опечатывать КПСС, опечатывать доми, и тут же пошли опечатывать. Тот же, что сессии, уже пошли, кажется, опечатывать. Вот як спрацював Народний фронт. И послушайте, я вот это все вспоминаю, вот эту вот орду, якая сидит вот круглыми карками, ненавидит наши всех. И як мы их посекли, то это не суд. Это суд не над Вислой, а суд у Минска. Вот что отбылось. Вот. Ну и уже в опошний период Шушкевич убачил, что ну что ж, сдался. Вот. И призначає голосование. Значит, виник этого выступу, коли я этого Ельцина, эту русскую демократию показал коммунистам, что не сподівайтеся на них. И дал им зрозуміти, что в этом сенсе мы с вами как бы союзники, мы одни белорусы. У нас одна держава. Мы этнично отлитые. По сведомости, до них это дошло. И вот голосование. Одноголосно. Одноголосно. Стримався, одноголосно. Не голосовало 9 человек. 9 человек не голосовало, остальные одноголосно проголосовали о 20 годин 12 хвилин. 25 строковика. Ну, все равно, 25 строковика так само важно. Добре, жнивня. Ну и вот мы выходим на площадь, народ палит газеты, спевает, обнимается, целуется. И ведаете, что вот я в житті нічого подобного не відчував. Такое отчувание, что из Верховного Совета вышел у некий другой свет. А он же не изменился, он той самый, это той самый. Я такое отчувание, что это все другое уже, что нечто совсем другое. Садовский взбился там на трибуну там, и спевая самозабвенно три дороженьки. Все там, кто может, подпевает на площадь. И вот после этого Садовский сказал, что вот это цель життя, что вот для этого мы были исторично счастливыми. Это я чему привожу, потому что другие сказал Сергей Наумович, что для этого варто было жить, а потом можно и помереть. И я так думаю. Знаете, мы одноколо думали, что мы зробили тое, для чего варто было жить. Вот. Вот так, ну это через мое непосредственное удел, через мое отчувание, то, что я вам рассказываю, частково, потому что там вельми шмат усього було вельми цікавого, от, і вельми повчального для будущих поколінь.
Але самы цяжкі арэшак для іх, для заходніх інфантылаў, ён ёсць арэшак і будзе. Яны не могуць зразумець, як могуць 27 чалавек перамагчы 345. Іхнымі галасамі нішчыць камуністаў, не зразумеў. Бо іхныя парламенты дэмакратычныя не працуюць па другой сістэме, не разумеюць гэтай сітуацыі. І да сённяшняга дня з імі зносяць з іх гаворак. Яны не разумелі, я помню, ў Парыжы гаварыў з намеснікам міністра замежных справ. Я ему кажу, что Лукашенко ставленник Москвы. Демократические выборы. Они не могут это зразумець. Они не могут зразумець нашей политики. Так вот, это, что отбылося у Верховном Совете 24-25 жнивня 1991 года, это суд у Минске, это суд Боски. Вот. И мы, кажется, в этом суде играли ту роль, якую играли войски Булата Лохожича и польские войски в борьбе с российской ордой в 20-го году. Вот так далась нам наша незалежность. Но и, конечно, громадство не поспевало. Мы были авангардом. И те люди, которые нас подтримывали, это так само был авангард. Коммунисты заховали владу реальную, они уже не были коммунистами, но они были реально в владе, у городкамах, у горкамах, у райкамах, экономика, все. Кебич остался совет министров, вся влада была у них, войско, милиция, все было под их руками. И копило им 3 годов, Кебич первый пошел на супрацоўніцтва з Москвой, каб падрыхтаваць свайго агента, Валет, быў такі Валет, зараз Лукашенко, і зрабіць вот той пераворот, які доўжыцца ўжо 30 гадоў. Таму, думаючы вот над тым, што я ў пачатку казаў, конечно, геапалітычна мы маем такую сітуацыю, что супраць нас и Орда, и Запад. Ну, есть там подтримка у Польши, конечно, у нас хорошие отношения с Украиной, и все, але Украина так само под прессом. И другое питание, на протягу всей этой истории борьбы русская Орда вынищала физично лепших людей. Не только поэтов, письменников, там, а увогуле нават селян. І от гэта вынішчэнне ў кожным пакаленні, і потым, што яны, нічога ў іх не атрымліваецца, як кажуць, ведаем, як у Расіі, што адбываецца. А от прапаганда атрымліваецца. Вот прапаганда атрымліваецца. Настолькі липкая, настолько лживая, настолько гнусная, она залазит у подкорку. Я уже не кажу про Мордву, про Чувашову, про Башкирию, и масса наций этносвяты просто зникли, они стали русскими, такие бураты. Вот эта пропаганда, и она на основе на лжи, это вельми мощная зброя Российской Федерации. Яна існавала ўвесь час, яна адпрацаваная да дасканаласці. І мы бачым, што ў інфармацыйным сэнсе ні Еўропа, ніхто не можа нічога супрацьпаставіць. Это і ўжа, а калі вы слухаеце тых расейцаў, звычайных, вот яны цяпер курс, што яны там гавораць, то мы думаем, што іх мазгі паехалі, іх наўпраўлены вот этой пропагандой. І от гэта трэба нам разумець, што найвялікшая зброя – гэта хвасня, гэта прапаганда, якая сыграла фатальную роль за часы Советского Союза. Нам просто не хапала народу падтрымкі. Потому что авангард воевал, авангард здабыў незалежнасць, а остальные люди яшчэ былі пад уплывам этой прапаганды. И когда полки были пустые в магазинах, и все, потому что такая политика проводилась, было не коммунистов, то
то з'являється чоловік, який їм каже, що я вам дам по телевізору, я вам дам по холодильнику, вернем Советский Союз, все буде, і люди повірять. Вот. Вот такі висновы з этой історії, яку я хотів вам розказати. І повторяю, що ця історія є нашим гонором, ми повинні її ведати, берегти і ті ідеали, які були в 1891 році, повинні освітляти нам шлях. Ми доможемо все свого. Обов'язково. Білорусь ніде не зникне. Тільки ми повинні пройти ще тяжкий шлях. Але ми переможемо, тому що такі перемоги були за нами і будуть напереді. І нарешті, як кончиться Орда, то кончиться це все. Живе Білорусь! Живе!